Те из вас, кто бывает в магазинах, наверное, обратили внимание на отсутствие некоторых продовольственных товаров в наших магазинах. Но это не значит, что этих товаров нет вообще в городе или в ближайших поселках. Итак, наш первый материал. Значит, на сегодняшний день кооператив «Маяк» для города может предложить виноград по цене 200 рублей, мука первого сорта от 27 до 32 рублей, мука высшего сорта по цене 42 рубля за килограмм, яблоки трех сортов от 120 до 180 рублей за килограмм, детское питание мясное в 100-граммовых банках, значит, по 25 рублей. Детское питание овощное от 17 рублей, фруктовое до 24 рублей, рис по 60 рублей, соки трех наименований, значит, цены складываются с наших затрат и с цены закупа. Значит, морковь порядка 60 тонн по 17 рублей, свекла 30 тонн по 17 рублей за килограмм, лук 30 тонн по 17 рублей за 1 килограмм. Значит, и, конечно, много товаров, все это сразу не соберешь. Конечно, большая просьба к дирекции магазина, к администрации города, к директорам магазина. Товарищи, просто помогите это все реализовать, потому что в основном все это гниет, пропадает из-за отсутствия торговых точек и прочего. В свое время, значит, происходило, значит, там переходило в муниципальную собственность от касс, значит, от ОРСов. В общем-то, ни один из директоров магазинов на подписание договоров, в общем-то, не приехал. Хотя официально приглашали, значит, и созванивались, обговаривали. Свои представители туда ездили. Договора не заключают. Потому что договора это, в общем-то, на сегодняшний день, если, допустим, полгода назад, заключив договор, можно было просто уйти от него, даже спасибо не сказать, то на сегодняшний день, значит, с применением штрафных санкций, невыполнение каких-то договорных, влечется за собой наказание. И многие директора просто не хотят идти на договорные, то есть на разовые сделки все идут. То есть если мы еще сами привезем, то ради бога. Сегодняшний, допустим, даже маленький такой пример. Значит, с утра звоню по магазинам, предлагаю товар, соки, значит, там, виноград, прочее, там, весь ассортимент, который я ранее перечислял. Мне говорят, вы привозите в ассортименте, мы будем выбирать, что взять, что не взять. А на сегодняшний день транспортировка одной алки обходится копейки. А возьмут, не возьмут, это еще неизвестно. Если бы, конечно, были прямые договора заключены, то, конечно, можно было как-то там юридически, через администрацию заставлять, конечно, брать, так вот.